Всем привет! Я сейчас нахожусь на краю сопки Чучур-Муран или по-якутски Чучур-Мыран. Надеюсь, ветер сильно не помешает моему рассказу. Я хотел рассказать про свое путешествие в Хакасию. Это было где-то примерно в 2017 году, и, конечно же, у меня, как всегда, все было связано с мистикой. Ну, все началось с того, что я достаточно серьезно заболел, у меня воспалились суставы, и я обеспокоился своим состоянием здоровья, но знал, что это как бы нельзя как-то предотвратить, остановить и так далее. И поэтому я решил успеть повидать мир, потому что я боялся, что со временем я, стану, сяду в коляску, короче, и так далее. Но, к счастью, потом все обошлось, но это как бы отдельный совершенно разговор. Но самое главное, то, что я решился в одно из самых больших своих путешествий по России. В общем, с Якутска я поехал сначала в Нерюнгри. В Нерюнгри потом сел на поезд, и я отправился в Улан-Удэ, в Бурятию. Места мне, конечно, понравились. Городок, в принципе, не сильно большой, но было интересно. Особенно местная природа, местные дороги, местные долины и так далее. Но больше всего, конечно, меня впечатлил Байкал своей северной суровой красотой. Было очень классно, и там я в первую очередь посетил остров Ольхон. Там есть такое сакральное место, как Шаманский мыс. Он находится прямо неподалеку от самого поселка, очень близко, там буквально минутах в 10 ходьбы, если не меньше. И я решил переночевать там. И у меня есть одна подруга, которая хотела побывать в этих местах, но у нее не получалось очень давно, потому что у нее корни связаны с Бурятией. И я решил с этого места взять ей камней на память. Вот. Камней я оттуда нагреб, кстати, но сделал это неправильно, то есть без соблюдения каких-то обрядов и так далее, что, оказывается, было в корне неправильно. То есть я думал, это просто камни. Но место там довольно-таки интересное, древнее, говорят, там проводились обряды. Кстати, по самому мысу я лазил, и там, говорят, есть сквозная пещера, через которую проходят, и насколько я слышал, там проходили через нее шаманы во время инициации. Так или не так, точно я не знаю. Может быть, это просто как бы народный фольклор. Но в некоторые расщелины я заглядывал, там были приношения духом. Там были такие синяя ткань, и в нее что-то было, какие-то дары были завернуты. Я, конечно, к ним не прикасался. Как-то так. Когда я расположился на этом месте, я еще увидел такое очень большое дерево поваленное. Я думал, его принесло водой, поэтому я спокойно так на нем развешал мокрые вещи, белье, и справил нужду рядом. Лег на само это дерево, и вдруг на меня начало сверху что-то капать, то есть пошел дождик. Из-за этого пришлось срочно убирать все белье, слезать с этого дерева и залезать в палатку. По прогнозу, кстати, ночью должен был быть небольшой дождь, и все, в остальное время должно было быть ясно. Утром я просыпаюсь в палатке и чувствую что-то такое неладное. И оказывается, за ночь дождь настолько интенсивно шел, что по швам в палатку начала поступать влага. Я когда с одного бока на другой повернулся, мне удалось черпануть штанами воду. Я тут же проснулся и смотрю, в палатке все плавает. У нас вещи, самые важные, были завернуты в пакеты. Мы от сырости все время заворачивали. От сырости, от внезапного дождя. И эти пакеты плавают, вещи в воде. Я выглядываю из палатки, смотрю, в сам Байкал на месте. Конечно, у него вода высокая, несмотря ни на какие дожди, у него уровень воды сильно не должен меняться. И, в общем, пришлось палатку срочно убирать. Тогда же я как раз успел обследовать мыс, прежде чем подняться наверх. И когда мы уже поднимались наверх, мы поняли, что сделали это очень вовремя, потому что к тому моменту, когда мы поднялись почти на самый верх, на берег острова, то есть мыс, он находится внизу, там очень крутая линия берега.
когда мы поднялись почти наверх, там сам берег, он раскис. И последние метры нам давались с трудом. Мы просто были рады, что этого не произошло как бы в самом начале. То есть нам с этим делом повезло. И у меня еще промокли все вещи, и у меня рюкзак стал очень тяжелый. Он меня тянул к земле, возможно, это тянули вниз вот эти самые камни, которые я оттуда взял. Ну, по-хорошему, когда с каких-то вот таких мест берешь вещи, то нужно оставлять что-то взамен. Я не знаю, монетку, сигарету, ну, какое-то приношение духом. Оно должно быть хотя бы чисто символическое, нужно еще поговорить с ними и так далее. Но я думал, это просто камни. Оказалось, что нет. К тому же еще с утра, когда я вышел из палатки, я заметил, что то дерево, на котором я развешивал белье, это было тоже дерево, ну, которому поклонялись, потому что на нем были ленточки. Соответственно, оно, видимо, где-то росло на берегу. Ему приносили дары и так далее. Оно довольно-таки старое. И потом оно, когда уже свалилось, оно, видимо, ну, укатилось вниз, и оно уже лежало на самом берегу. Вот такая вот как бы история номер один. А потом, когда я ездил по городам, меня начали преследовать грозы. То есть, куда бы я ни приехал, я всегда перед тем, как выезжать, смотрел прогноз погоды. Все время было ясно. Потом куда-нибудь я приезжаю, сижу, например, в летнем кафе, наслаждаюсь свежим воздухом и начинаю наблюдать то, что с того места, откуда я приехал, движется грозовой фронт. И прогноз погоды меняется буквально на глазах. И эти грозы, они шли за мной вот прямо, ну, следом непрерывно. И далее начали происходить, конечно, еще более интересные вещи. Когда я ехал в Хакасию, мне приснился такой вот странный сон, то, что я летаю над Якутском на квадрокоптере, большом таком, и он потерпел крушение на крыше одного из зданий. Здание такое крупное, заброшенное. И во сне я начал отзваниваться в МЧС, я говорю, меня нужно эвакуировать, я упал на здание, потерпел крушение, там коптер нужно спасать. Мне сказали, ну, спросили адрес, я говорю, я не знаю где, я указал просто примерно район, и мне сказали, попробуйте тогда, мы попробуем вас, конечно, поискать, но это будет не быстро. И мне сказали, попробуйте самостоятельно найти выход, если что, отзвонитесь. Я говорю, ну хорошо, сейчас попробую, пока жду. Я спускаюсь в само здание. В самом здании я увидел такие странные вещи, то что по мебели бегали какие-то металлические мыши, самые обыкновенные, 2 штуки. И когда я попытался к ним прикоснуться, они почему-то превратились в шурупы, то есть они вкрутились буквально в древесину мебели, там полка была или стол, я не помню. Я когда хотел их потрогать, я заметил, что они превратились в огромные шурупы, которые невозможно вытащить руками. Но это ладно, как бы, это мелочь. Я нашел лестницу вниз, вниз спускаюсь, там совсем темно. И в одном из кабинетов я увидел включенные экраны от камер наблюдения. Я такой обрадовался, я подумал, что здание, значит, не совсем заброшено. То есть в нем есть хотя бы электропитание, оно, видимо, охраняется или есть сигнализация и так далее. Ну, то есть, как бы, не совсем как бы в глухое место я попал. И когда я начал осматривать первый этаж, я увидел то, что входная дверь, она заперта на замок. Еще так немножко пройдясь, я вдруг увидел черный силуэт человеческий. Я объясняю то, что я ищу выход, я упал на здание, и силуэт этот молча движется в сторону выхода. Я такой думаю, какой-то неразговорчивый очень охранник попался, и иду за ним следом. Иду, подхожу к двери и вижу, что она уже открыта, а там рядом никого нет. Я такой думаю, ну ладно, выхожу на улицу, и на самой улице уже, когда шел, я вдруг увидел движение слева от себя, поворачиваюсь, смотрю, а там в воздухе летит шаманский костюм якутский. То есть это такое длинное одеяние с ленточками, с подвесами и так далее. Но он был совершенно черный, это был именно такой объемный черный силуэт со всеми вот этими делами. И самое страшное то, что там висели в воздухе длинные волосы, ну как парик. Причем костюм был совершенно пустой, но по объему казалось, как будто в нем кто-то есть. С париком была та же самая история, то есть в воздухе висели вот эти самые волосы длинные, и самой головы не было. И меня вот эта ситуация очень сильно напугала, и я почувствовал
ну, какую-то силу очень мощную, исходящую из этого костюма. И меня охватила паника, и я начал кричать, я просыпаюсь, я, оказывается, еду в поезде. В общем, когда мы приехали в Хакасию, там тоже у меня произошло несколько интересных вещей. Я побывал на таких местах, как Сундуки, то есть это Сундуки первая, ну, Сундучная скала, ну, то есть гора, ну, там несколько гор есть, которые так названы, но есть как бы самая оригинальная Сундучная гора. Она очень красивая, и там название ему дали, потому что там сама скала действительно напоминает сундук, она прямоугольной формы. И когда мы там проходили, мы видели наскальную живопись. В одном месте были какие-то изображения шаманов в состоянии полета, они, ну, с такими вот разведенными руками. И сам еще гид нам сказал, что то место, где они изображены, там все время немножко дует ветер, чуть-чуть, в любое время года. Возможно, как бы не зря там это было изображено. Я предполагаю, что там, наверное, впадали в транс, изучали как бы шаманский вот этот полет, другие миры и так далее. Ну, ловя вот этот легкий ветер. Я так предполагаю. Потом на самой сундучной скале я проходил ее заднюю часть. Там есть очень узкое место. Там буквально там вот такой вот ширины тропинка. И в одном месте еще нужно просто-напросто переступить над пропастью через два уступа величиной с ладошку, может быть, чуть больше. Туда ходил, там был очень красивый вид, сейчас я его покажу на фотографии, просто нереальный. И потом, когда обратно возвращался, я чуть было не запутался. Да, я запутался в ногах, я чуть не упал в пропасть. Там гид еще мне руку протягивает, но учитывая как бы мой вес и мои габариты, он бы меня просто не удержал. Ну, это меня зато морально как-то немножко поддержало, и я такой подумав, ну, я все равно застраховал свою жизнь перед поездкой, в случае чего, как бы, хотя бы у меня родственники будут, ну, получат выплату. И поэтому я спокойно шагнул, но, к счастью, не сорвался, спокойно прошел. Потом уже я посещал пещеру под названием пещера Черного Дьявола, где раньше на протяжении многих веков, может быть даже тысячелетий, проводились жертвоприношения по древнему языческому принципу. Это приношение жертву духом через огонь. То есть в старину изначально в языческой вере у разных народов приношения делались через огонь. То есть почему сейчас вот в храмах современных разных конфессий очень часто жгут благовония и так далее, потому что традиционно в нематериальный мир все переходит через дым. То есть сам огонь и производящийся от него дым, это как раз транспортирует материальные объекты в нематериальные. Ну, так считается. И получается, там раньше приносили жертву духом, сжигая, ну, жертвенное мясо. И пещера Черного Дьявола, она так называется, потому что она вся закопчена. То есть на протяжении многих лет туда ходили с факелами. Пещера, ну, относительно глубокая, ну, по крайней мере, для открытого посещения из пещер, да, она довольно-таки глубокая. Я там был, там было очень холодно, кстати. В самом месте, где производились жертвоприношения, там стоит очень древний алтарь. Это камни, уложенные друг на друга, и они еще поросли известняком, довольно-таки толстым слоем. Оно выглядит так, как будто его там долго, мощно кто-то капал на него воск. Оно прям так залито, и сама вот эта форма камней, она с трудом угадывается. И что получается? Там гиды проводят небольшой аттракцион, слушают пещеру, то есть выключаем все фонарики и начинаем слушать. Иногда, говорят, у людей бывают какие-то видения в эти моменты. То есть именно для этого это проводится. Но с нашей группой ничего не происходило. Может быть, это было потому что днем. Может быть, там фаза Луны была не та или что-то еще. Но мы как бы ничего не увидели, ничего не почувствовали. Но говорят, что там все-таки иногда люди встречаются с привидениями. Там когда-то, по легендам, пряталась белогвардейская банда. Это подтверждается тем, что там когда-то нашли гранату, или, по-моему, даже несколько.
ходе исследования этой пещеры. Кстати, в этой пещере я сам лично видел, как местами, ну, в разных частях ее из камней торчат кости. Там, по-моему, говорят, даже находили кости древней пещерной гиены. Ну, то есть древность пещеры, она просто зашкаливающая. Ну вот, когда там пряталась белогвардейская банда, по легенде, там была разведчица внедренная. И ее раскрыли, и говорят, что ее пытали, а потом пытали, выкололи глаза, и потом ее тело сбросили с того вот жертвенного зала вниз. Там есть в пещере очень такой резкий обрыв, куда вот, ну, вниз провал уходит. Видимо, это как бы символизирует Нижний мир. И говорят, что одна из туристок во время такого вот аттракциона, когда выключали свет, она, ничего не зная про эту легенду, увидела призрак девушки, ну, с окровавленным лицом, без глаз. Она очень сильно испугалась, но вот потом как бы она, потом только уже стало известно про вот эту легенду ей. Вот, как-то так. Ну, место, конечно, интересное, может быть, я туда еще когда-нибудь вернусь. Еще говорят, что там видели как раз-таки призрак шамана, спелеологи. И еще, судя по каким-то некоторым данным, там говорилось, что иногда на людей накатывает необъяснимый страх. И то, что из этой пещеры люди прямо выбегают, бросая все снаряжение случайно, ну, беспричинно. Вот такая вот вещь. И еще вот одна из последних историй, связанных с Хакассией. Она была связана опять же с грозой. Это в первый день, когда мы приехали в поселок Шира, и там рядом есть туристическая база. Мы опоздали в тот день на все экскурсии. И в тот же день я у отца хозяина базы спросил, куда можно сходить на гору, где какие есть места. Мне объяснили, как подняться, как пройти. И мы вот вышли с базы, прошли вдоль горы и нашли дорогу, вот подъем. Когда поднялись наверх, увидели одно озерцо, потом пошли уже на самую вершину. Там, кстати, путь к вершине был довольно-таки легкий, потому что, ну, подъем был такой под небольшим совершенным углом, но идти пришлось долго. И там, когда мы поднялись на самую вершину, она была лысая, мы потом увидели, что на соседней вершине, на этом же уровне, прямо шли облака. И когда мы там сидели, я опять же увидел, как нас настигают грозовые облака. И в облаках надо мной пролетела огромная воронка. Опять же, сейчас на фотографии вы видите. Я там еще сидел, фотографировался в это время в маске в виде скелета. Ну, одна из моих любимых. И потом начался просто форменный кавардак. Начали бить молнии, совершенно резко стемнело. И мы испугались, что молния может попасть в нас, потому что мы с горы видели, куда бьют молнии. Они били в лес, который, ну, сначала за соседними горами, потом уже ближе. И потом молнии уже били в лес, который находился, ну, у подножия. И мы побежали вниз не той дорогой, по которой пришли, потому что там местность открытая. И, как я уже говорил, склон горы, он такой, как бы, ну, под небольшим углом. И мы прямо, как бы, с самого резкого спуска побежали вниз. И, честно говоря, мне очень сильно захотелось в туалет тогда. Оказывается, со страху такое бывает. У меня раньше просто такого никогда не было. Я просто телом чувствовал, как в небесах накапливается заряд. И он бьет, и я вижу, куда она бьет. И мне так было страшно. И я прямо каждый раз, когда облака накапливали заряд, я прямо чувствовал это всем телом. И я просто молился всем богам и говорил: только не в меня, только не в меня. И когда я добежал вниз до деревьев, я обнял первое попавшееся дерево. Ну, в лесу, конечно же, если это не одинокое дерево, в лесу шанс, что в тебя попадет молния, он уже минимальный. Потому что выбора для целей у него, ну, слишком много для молнии. Она старается бить как бы высокое место, то есть находить наиболее легкий путь между землей и небом. Вот, и далее мы заблудились. Долго шли, сначала пытались найти короткий путь через горы до базы. Но поскольку было темно, мы сбились с пути. Потом, благодаря Google картам, мы вышли на старую дорогу, по которой пришли, по ней вернулись. И когда уже практически спустились с гор,
я вдруг услышал где-то вот в стороне, как люди смеются и разговаривают, взрослые дети, мужчины, женщины. Я еще такой удивился, а потом подумал, тут же неподалеку трасса проходит, ну где-то вот в километре, в двух от подножия горы проходила рядом трасса. Я думал, может, с трассы где-то есть съезд, может быть, там есть кафе, гостиница, заправка, ну что-то такое, где могли собраться люди, укрыться от дождя. Я хотел пойти к ним, потому что я очень сильно замерз, и я хотел горячего чая. Только я начал было идти, так меня моя спутница останавливает и говорит, что не надо туда идти, и что-то в ее голосе меня заставило послушаться. Я поворачиваюсь и иду как бы той дорогой, как в сторону базы. И когда мы отошли на какое-то место оттуда, уже она сказала то, что, во-первых, она ничего не слышала, в отличие от меня. А во-вторых, как оказалось, то место, куда я чуть было не ушел, это было местное кладбище. То есть, когда мы поднимались на гору, действительно, с левой стороны было кладбище. И я, получается, чуть не ушел в ту сторону. Что там происходило во время грозы и как бы что могло со мной произойти, я не знаю. Но поскольку там не было никаких ни огней, ничего, то вряд ли там были живые люди. Вот такая вот как бы еще одна из этих мистических историй, связанных с Хакассией. К сожалению, еще там часто у меня тоже были небольшие нарушения. Мне гиды говорили, вы зачем стоите на вот этих камнях? Это же типа могила. Оказывается, там каждая кучка камней это, ну, является могилой. Ну, еще какие-то такие мелкие вещи у меня, казусы происходили, где я вот осквернял различные места невольно. И однажды произошел тоже один случай, когда мы шли по так называемой туристической тропе предков. Там довольно-таки живописный очень маршрут. Я ходил, там тоже одна из таких, как бы, ну, вроде бы святынь, насколько я знаю, потому что там находили какие-то древние надписи, ну, которые свидетельствовали о том, что там проводилась, ну, какая-то инициация молодых людей, ну, неизвестно во что. Ну, то есть, либо там просто инициация как бы во взрослые мужчины, ну, в мужчины, либо в шаманы, либо что-то такое, либо в войны, либо что-то такое. Потому что, ну, надписи гласили об этом, то, что я прошел этот путь, я познал, ну, что-то такое. Если я найду, что там было написано, я добавлю это в видео отдельно. Вот, я прошел по вот этой тропе. Когда шли обратно, я спутнице говорю, наконец-то, я говорю, ничего не осквернил впервые, ну, посещая какое-то место. И через минуту буквально со мной произошел казус. Идем по тропе, справа получается гора, слева обрыв, там внизу река, ну, как всегда это в горах бывает. И, кстати, когда мы ходили, местами нас накрывал туман. То есть это были либо испарения, либо реально облака. То есть через облака я ходил уже неоднократно. И идя по этой тропе, я решил по-туристически высморкаться на землю. И я своими глазами увидел такую штуку, как мои сопли, они вот, ну, вылетают. Их подхватывает ветер, они поднимаются в воздух, описывают кривую, и они прилетают, получается, в лицо моей спутницы. Это было просто тоже что-то, нечто. Она ругалась, конечно, но, в принципе, поняла, что злого умысла у меня не было. Вот такие вот истории у меня были во время путешествий. Если как бы интересно, может быть, о каких-то моментах я могу рассказать более подробно. Ну вот, всем пока, до встречи в следующих выпусках.